Сегодня, на самом деле, такое знаменательное событие. Сегодня приехали наши друзья из разных, так скажем, точек планеты, из Астаны, из Москвы. Это я вот хочу представить, собственно, рассказать пару слов о том, что здесь происходит. Сейчас здесь идет фотовыставка по следам Гамбажапа Цыбикова. Я не буду заострять там внимание на сути выставки. Все мы знаем, кто такой Гамбажап Цыбиков. Вот почему по следам? Потому что идея этой фотовыставки родилась в сентябре прошлого года. Я даже как сейчас помню, Ирина Рыгбиевна, когда мы заезжали в туннель, когда ехали в Шагадзе, и на заезде в туннель вдоль реки, мне пришла идея, а что бы нам не сделать фотовыставку? И вот прошло меньше года, и мы уже находимся здесь, и вы можете увидеть здесь 48 снимков, из них 24 старинные, а 24 из наших экспедиций с Ириной Рыгбиевной Гарри. Это наш старший коллега, большой друг и бессменный руководитель наших всех экспедиций по Тибету. Вот. Ну, подробнее, мне кажется, я сейчас передам микрофон Ирине Рыгбиевне. Ну а в завершение хочу просто сказать из своей части слов, что подробно о самой выставке вы можете узнать на входе. Там мы подготовили с Николаем Владимировичем Церемпиловым и с Максимом Дубининым. Вот Макс куда-то делся у нас. Вот. Ты здесь. Вот. Проходите сюда поближе. Вот. И вы о самой выставке можете узнать прямо на входе. Там два больших стенда и текста. Вот. А подробнее обо всем, я думаю, расскажет наш руководитель наших экспедиций и вообще проекта. Это Ирина Рыгбиевна Гарри из Института монголоидной буддологии и тибетологии. А дальше вы все скажете сами. Добрый день, дорогие коллеги, друзья, все присутствующие, которые сегодня пришли на наше мероприятие. Сегодня-завтра мы проводим семинар, который мы решили посвятить бурятским паломникам и ученым, совершившим путешествие в свое время в Тибет. Тибет для нас, несмотря на свою отдаленность, близкая страна. В XVI-XVII веках тибетские, монгольские и бурятские паломники привезли на нашу бурятскую землю буддийскую религию. В XIX веке Тибет был полностью закрытой страной. Посещение Тибета иностранцами каралось смертной казнью. Никто не мог проникнуть в Тибет. Туда ездили многочисленные российские экспедиции и такие знаменитые исследователи, как Николай Пржевальский, Петр Козлов, Николай Рерих и Потанины и многие другие. Но никто из них так и не смог проникнуть в священную Лхасу. Николай Пржевальский во время своих путешествий писал: «Теперь, когда всего дальше удалось проникнуть вглубь Центральной Азии, мы должны были вернуться, не дойдя 250 верст до столицы Тибета. Пусть другой, более счастливый путешественник докончит недоконченное мной в Азии». Этим счастливым путешественником стал наш земляк, знаменитый ученый Гамбажап Цыбиков. В 1900 году он по заданию Российского географического общества проник в Тибет. Кроме Гамбажапа Цыбикова, в 1903-1904 годах в Восточном Тибете также побывали наши известные земляки, как Будар Абданов и Базар Барадин. Однако очень многие наши паломники, переводчики, секретные агенты, ученые, путешественники, их имена так и остались без известности. Целью нашего проекта стало изучение этого интереснейшего этапа истории бурят. По своему проекту мы совершили две экспедиции.
В 2022 году наша монгольская группа в составе Цимжит Пурбуевны-Ванчиковой, Намин Цыреновой и Ирины Ван отправились в Монголию по святым местам Тибета и местам, посещенным Гамбажапом Цыбиковым. В 2023 году, в прошлом году, уже наша тибетская группа в составе меня, Николая Церемпилова, Максима Дубинина и Дмитрия Гармаева мы отправились в Тибетский автономный район Китайской Народной Республики. Основной нашей целью было исследование святых мест Тибета, а также уточнение маршрутов бурятских паломников. Основным результатом нашей экспедиции в этом году станут две книги. Первая книга – это историко-культурный путеводитель по святым местам Тибета, а вторая – это коллективная монография, посвященная бурятским паломникам и ученым. Будет называться «Бурятские буддисты-паломники у святых мест Тибета». Новаторским результатом нашего проекта являются 3 интерактивные карты. Одна карта святых мест Монголии, вторая карта святых мест Тибета, а также интерактивная карта путешествия Гамбажапа Цыбикова 1900 года. А также наша сегодняшняя выставка, где мы представляем вашему вниманию уникальные фотографии, которые привез Гамбажап Цыбиков из Тибета, а также фотографии, сделанные нашей экспедицией. Зачастую бывает, что исследования наших ученых остаются вне поля зрения широкой общественности. Поэтому мы очень рады, мы специально хотели, чтобы о нашей работе, о наших результатах узнало как можно больше людей. Сегодня мы представим вам, во-первых, как я сказала, выставку. Николай Церемпилов расскажет о страницах биографии Гамбажапа Цыбикова, а Максим Дубинин представит карту с точным маршрутом Гамбажапа Цыбикова. Завтра в Центре восточных рукописей и ксилографов в 14 часов состоятся доклады о других буддийских ученых и паломниках, о первом Хамбо-Ламе бурятского народа Дамбада Ржазаяеве, о первом ученом 8 агинских родов Буди Рабданове, о создателе первого толкового словаря тибетского языка Гыше Чойдеки и первом Бурятии настоятеле знаменитого Гаман-Дацана монастыря Дрипунг Агвани Неме. На этом я заканчиваю свое приветственное слово и прошу Николая Владимировича выступить со своим докладом. Спасибо. У меня здесь другой. Так. Здравствуйте, дорогие гости. Как Дмитрий сказал уже, мы действительно не ожидали. Мы думали, что сегодня мы будем выступать сами перед собой, потому что жара, лето, июль. И в основном большинство людей в это время уезжает на отдых. И еще одну вещь, которую я хотел бы предварить свой доклад, это то, что мне понравился этот формат. Мы изначально хотели все провести в БНЦ, как это обычно делается. БНЦ, конференции и так далее. Но вот потом решили разделить все это наше событие на 2 части. Одно такое, скажем, более открытое городское событие для более широкой аудитории. Вот. А завтра будет вторая часть, более официальная, скажем, в БНЦ, но мы также вас всех призываем и туда прийти, потому что БНЦ тоже всегда держит свои двери открытыми перед всеми, не только перед учеными. Я сегодня расскажу вам, точнее, наверное, было бы сказать, напомню вам об основных вехах жизни героя нашего проекта, героя нашего события всех этих дней, Гамбажапа Цыбикова. Я уверен, что то, о чем я сегодня буду говорить, в основном вы все знаете еще со школьных лет, потому что Цыбиков, конечно,
все советское время и постсоветское время не переставал быть таким вот бурятским героем бурятского просвещения, что ли. Но тем не менее, все-таки напомнить о некоторых вещах, я думаю, будет не лишним, потому что вряд ли кто-то все это держит в голове. В 1930 году, в сентябре, Гамбажап Цыбикович Цыбиков скончался в возрасте 57 лет в Агинской аймачной больнице. Вот такая интересная деталь, которую в некоторых книгах дают, она очень живая. То, что когда он почувствовал приближение смерти, он попросил родственников поставить юрту около здания аймачной больницы. Его в эту юрту перенесли, и несколько последних дней он провел в этой юрте. Это говорит о том, что до конца своих дней, несмотря на всемирную славу, Гамбажап Цыбиков оставался таким настоящим степняком. Он действительно тратил все свои доходы от работы в Владивостокском Восточном институте, затем от работы в Иркутском университете, в Бурят-Монгольском ученом комитете. Все свои доходы он тратил на приобретение скота, и к 1929 году у него было одно из самых больших поголовий в Агинской степи. Ему очень нравилось этим заниматься, у него было большое, можно сказать, опытное хозяйство, потому что он пытался выводить особый вид овец. Но вот, как мы все знаем, в конце 20-х годов начинается сплошная коллективизация, и Цыбиков подпадает под эту сплошную коллективизацию, несмотря на то, что легко мог доказать, что весь его скот покупался на трудовые доходы. У него конфискуют все стадо, у него конфискуют огромную коллекцию буддийского искусства. В частности, вот совершенно роскошно выполненная модель буддийского рая Цукхавати была не только у него изъята, но и уничтожена. Я уверен, что все это, конечно, повлияло на его состояние, и вот эта старая болезнь сердца, которая у него существовала давно, она перешла в острую фазу, и в конце концов, вот, в общем-то, вполне еще в молодом возрасте он скончался, даже по тем временам. Есть такой известный советский монголовед Николай Попе. Он в своих воспоминаниях также говорит о том, что после его смерти его жена и приемный сын подверглись политической ссылке в Якутию на несколько лет. Поэтому можно сказать, что Цыбиков в какой-то степени и Цыбикова коснулись репрессии. И в этом смысле он, конечно, с одной стороны разделил судьбу вообще всей бурятской интеллигенции первого поколения. Да, та интеллигенция, которая сформировалась еще в конце XIX века, та интеллигенция, которая, по сути, создала эту республику, создала институты образования и науки в республике. Вы знаете, что подавляющее большинство этих людей, высокообразованных людей, были совсем через короткое совсем время, в 1937-1938 годах, обвинены в панмонголизме, в шпионаже в пользу Японии и так далее. И большинство из них было расстреляно. Вот, например, Бородина расстреляли практически сразу после допроса. Видите, вот здесь вот сидит он. Вот. Жамцарано там в Казахстане отсидел несколько лет, прежде чем умер в одном из лагерей. И в этом смысле Гамбажапу Цыбикову повезло немножко больше. Он, по крайней мере, умер в кругу своих родных, у себя на родине, не подвергаясь вот этим унизительным допросам и избиениям. И в этом плане, конечно, можно сказать, что ему повезло. Ему также повезло и в другом плане. Дело в том, что все это поколение бурятской интеллигенции, помимо того, что оно было совершенно незаслуженно и несправедливо уничтожено, нас, бурятское общество, заставили забыть их имена. Мы никогда в школе о них ничего не слышали. Я, например, лично узнал о них только в 90-е годы. Да, и даже до сих пор, я думаю, мы так и не отдали дань почтения этим людям. У нас нет
не знаю, проспектов центральных, названных именами, там Барадина или Цыбена Жамцрано, или Буеннымыха, или Петра Домбинова и так далее. Но вот Цыбикову повезло больше. Да? Может быть, повезло здесь не совсем то слово. Дело в том, что Цыбиков, ну, помимо того, что формально он никогда не считался жертвой советского режима, и, соответственно, в советское время во всех учебниках, популярных книгах о нем очень много говорили, как о герое. И, во-вторых, конечно, его грандиозные достижения, которое сделало его всемирно известным путешественником, его невозможно было тоже так просто изъять, так скажем, да, из общественного сознания. Поэтому Цыбиков, он, по сути, наряду с другим таким бурятским героем бурятского просвещения Доржи Банзаровым были два таких столпа, да, бурятской науки, бурятского просвещения, бурятской культуры. Как я уже говорил, вместе с Доржи Банзаровым он был введен в пантеон бурятских национальных героев-просветителей, о нем писались популярные книги, и во многом то, что мы знаем о Цыбикове, происходит, в общем, из нашего раннего детства. И Цыбиковым до сих пор продолжает интересоваться, но мы в основном знаем о нем, конечно, из тех книг, которые вышли еще в советское или в советское время или в 90-е годы. Многие знают книгу Доржиева и Кондратова «Гамбажап Цыбиков». Да? Она довольно популярной была и до сих пор остается таковой. Затем отец Ирины Регбиевны, выдающийся тибетолог Регбий Шиевич Пубаев, издал избранные труды Гамбажапа Цыбикова. Вы тоже все хорошо знаете эти два тома. Сейчас мы разговаривали вот с Саяной Намсаровой, она мне напомнила, что совсем недавно, буквально несколько лет назад, в издательстве «Бриль» в Германии были изданы английский перевод знаменитого дневника Цыбикова «Буддист-паломник у святынь Тибета». Я о нем буду говорить немножко позже. Кроме того, Александр Иванович Андреев, выдающийся тибетолог российский, издал в 2009 году в Нью-Дели фотографии Цыбикова, сопровождающиеся его пояснительными комментариями и так далее. Многие другие ученые, в общем, продолжают интересоваться Цыбиковым, и это не может не радовать. Наверное, Цыбиков после Аглана Доржиева или вместе с Агланом Доржиевым является наиболее такими всемирно известными, популярными фигурами как в России, среди ученых, как в России, так и на Западе. Но теперь немножечко пройдемся по вехам его биографии. Цыбиков родился в 1973 году в местности Урда-Ага. Тогда буряты еще жили кочевьями, в основном вот эти стационарные поселения в основном создавались в результате коллективизации. С 7 до 11 лет он обучался в Агинском приходском училище. Дело в том, что отец Гамбажапа Цыбикова, Цыбик Мантуев, имел опыт обучения в Дацане, знал монгольский, тибетский, вообще чрезвычайно ценил образование, как и многие, в общем-то, буряты, особенно агинские буряты того времени. Поэтому то, что Цыбиков получит хорошее образование, было уже, так сказать, предопределено. В числе 4 других мальчиков он был зачислен в Читинскую гимназию. И тогда вообще бурятам было чрезвычайно тяжело получать гимназическое образование, это гораздо выше уровень образования. И то, что он это образование получил, объясняется просто. Буряты фактически содержали Читинское училище за свои средства ради того только, чтобы ничтожный процент их детей имели возможность учиться. Такой была дискриминационная колониальная политика Российской империи в те времена. И вот Цыбиков был в числе 4 мальчиков, наиболее талантливых, которые показали наиболее прекрасные результаты в учебе, и закончил Читинскую гимназию с серебряной медалью. Затем в 1993 году он поступил в Императорский Томский университет, на медицинский факультет. В
в России в те времена было ничтожно мало университетов, и Томский университет был единственный университет во всей Сибири. Иркутский университет, второй Сибирский университет, будет основан только в 1918 году, в период гражданской войны. А тогда вообще во всей России существовало, по-моему, 4-5 университетов. Ну, вы все знаете, там Санкт-Петербургский самый старый, Московский университет, Казанский университет начала 19 века, Саратовский университет и вот Томский университет. Почему он на медицинское отделение Гамбажап Цыбиков был отправлен? Дело в том, что учился он, естественно, на средства, собранные Агинским бурятским обществом. И буряты в те времена, конечно, вкладывались в образование наиболее талантливых ребят для того, чтобы обеспечить себя наиболее нужными профессиями. Среди таковых была профессия юриста, потому что нужно было уметь защищать и отстаивать свои права, особенно права на землю. И, конечно, профессия врача, потому что с медициной ситуация в Сибири обстояла совершенно ужасающе. Да, люди умирали от элементарных болезней. Бурятам было легче, потому что была, по крайней мере, тибетская медицина. Но, например, кто-то должен был проводить вакцинацию, кто-то должен был проводить хотя бы самые простые хирургические операции и так далее. Вот Цыбикова отправили целенаправленно учить медицину. Но вот случилось так, что через Томск проезжал Петр Бадмаев, тоже вам всем известный, еще один чрезвычайно знаменитый выходец из Бурятии. По некоторым сведениям, Бадмаев даже был дальним родственником Цыбикова. И вот в Томске они встретились на короткое время, и Бадмаев за это короткое время сумел убедить Цыбикова в том, что медицина это не актуально, актуально учиться на востоковеда. Сам Бадмаев, как вы знаете, был православным христианином, он сознательно принял православное христианство и вообще был таким, можно сказать, чрезвычайно преданным православному христианству человеком. Благодаря православному христианству, тем более, что его крестным отцом был сам император, он сумел сделать совершенно невероятную головокружительную карьеру, да, для того времени. То есть он первым из бурят закончил Восточный факультет Санкт-Петербургского университета. Он сделал успешную карьеру в Министерстве иностранных дел в Азиатском департаменте. Он вращался в высших кругах империи благодаря своей тибетской медицинской практике. И вот такой человек, да, делает предложение, от которого, наверное, было очень трудно отказаться. В это время, как раз в это время, Петр Александрович Бадмаев подает записку на имя Александра III совершенно сумасшедшим планом. Планом по аннексии России всего Китая. Да, для сравнения, если в России тогда жило 120 миллионов человек, то в Китае в те времена уже жило 400 миллионов. И Бадмаев считал вполне возможным провести такую короткую операцию, в результате которой можно было захватить, отторгнуть от Цинского Китая Монголию, внутреннюю Монголию, Тибет, дойти до Пекина, в Пекине объявить русского императора императором Китая. Это было настолько, это звучало настолько фантастично, что вот Александр III сформулировал это так: все это так ново, необычайно фантастично, что с трудом верится в возможность успеха, но при этом выделил Бадмаеву на, сказать, такую первичную рекогносцировку довольно внушительную сумму денег, 10 тысяч рублей на тот момент, это была очень большая сумма. Поскольку мой доклад не о Бадмаеве, я здесь остановлюсь. Бадмаев развернул огромную торгово-разведывательную деятельность в Монголии, в Тибете, там, в северо-восточных областях Тибета, в провинциях Китая. И ему нужны были люди. Он Цыбикова переубедил стать востоковедом для того, чтобы тот смог потом принять участие вот в этом амбициозном проекте. Я просто скажу сразу, что проект его провалился полностью, потому что действительно был нереален и довольно плохо распланирован. Но все это привело Цыбикова в Санкт-Петербург на Восточный факультет, то есть он стал вторым студентом Восточного факультета, бурятом после Бадмаева. И первое время он учится там на средства Бадмаева, и только после того, как Бадмаев стал
настойчиво требовать от него принятия крещения, Цыбиков вынужден был отказаться от денег Бадмаева, да, и в дальнейшем учился на средства все той же агинской бурятской общины, которая, конечно, никогда его не бросала. Вот. Бадмаев действительно пытался перевести в христианство и других талантливых бурятских учеников, но для бурят того времени быть буддистом означало очень многое. Да? Это была часть их национальной идентичности, и смена религии была просто для них недопустимой. Я знаю, что там родители Цыбикова были категорически против также, да, и в общем, но Цыбиков, тем не менее, сохранил место в университете, продолжал учиться. Тогда в мире сложилась очень сложная обстановка. Может быть, вы слышали о таком термине, как «большая игра в Азии». Мы знаем, что Британская империя на тот момент самая крупная империя в мире по площади своих колоний, да, и вообще просто по влиянию очень активно стала осваивать южноазиатские пределы. Вот, была колонизирована Бирма, Непал, Кашмир, южно-китайские порты, такие как там Макао, Гонконг. И вот британцы очень активно прощупывали тибетское направление, и через Тибет Россия опасалась, что они довольно быстро могут выйти на Монголию. Российские ястребами тогда называли таких политиков, сторонников таких решительных действий, считали, что Романовым, то есть России, необходимо также решительно действовать, чтобы принять участие вот в этом будущем разделе Азии. И, кроме того, и французская империя, и Япония вмешивались вот в этот процесс. И, в общем, вокруг Тибета развернулись нешуточные страсти. Дело в том, что Тибет занимает, наверное, самое геостратегически выгодное положение в Азии. Потому что, контролируя Тибет, вы контролируете все основные водные артерии, которые текут как в Южную, так и в Юго-Восточную Азию, так и в Китай. То есть все крупнейшие реки, Янцзы, Хуанхэ, Меконг, да, Ганг, Инд, они все начинаются в Тибетском Нагорье. Сейчас особенно мы понимаем, как это важно контролировать водные ресурсы. Но помимо водных ресурсов, Тибет также позволял быстрый и оперативный выход на все основные, скажем, там, торговые пути, торговые рынки, будь то Синьцзян, будь то китайские города, будь то Кашмир, Индия, Юго-Восточная Азия и так далее. Поэтому Британия, конечно, чрезвычайно хотела поставить под контроль Тибет, и этого чрезвычайно не хотели российские власти. Да, вот, кстати, слайд, который довольно поздно я вам показываю. И вот благодаря вот этому не только, конечно же, Россия была не заинтересована в аннексии Тибета Британии, но и, собственно, сама хозяйка Тибета, Цинская империя, да, была в этом менее всего заинтересована, хотя и, может быть, и не имела больших ресурсов для сопротивления. Но цинские власти всячески содействовали изоляционистским настроением в Тибете. То есть они пытались убедить тибетские власти, а вы знаете, что Тибетом тогда управляли Далай-ламы, целая династия перерождающихся иерархов. Они пытались убедить Далай-ламу в том, что Запад — это плохо, что Запад приведет к разрушению буддизма, да, к уничтожению ваших ценностей. И вот начиная с 60-х годов в стране был введен запрет на свободный доступ в Тибет подданных иностранных государств, особенно европейских государств. Да. Фактически по законам Тибета за это грозила смертная казнь. Вернемся к Цыбикову. Как я остановился на том, что он поступил в Петербургский университет, один из сильнейших высоковедных школ в Европе. По рекомендации Бадмаева Цыбиков стал курировать крупный монголовед, член Императорского русского географического общества Алексей Матвеевич Позднеев. Позднеев, оказывается, был фактически одногруппником Бадмаева, у них там 1 год разницы. Бадмаев даже раньше закончил, чем Позднеев. Их Бадмаева и Позднеева еще объединяло вот это такое обостренное имперское мышление. Они были такими имперцами русскими.
И позднее, как раз в те времена, когда Цыбиков поступил, очень активно интересовался паломничеством, калмыцким и бурятским. Он переводил записки База Бакши, да, калмыцкого, его путешествия. До этого он перевел записки Заяева. И как раз в это время он занимался переводом паломничества Межит Доржа, теленгинского бурятского ламы, который дошел до Непала. И ему, собственно, первому пришла в голову мысль отправить Цыбикова в Тибет под видом простого бурятского паломника. И это была, в общем, идея, которая витала в воздухе. Дело в том, что к этому времени несколько российских попыток добраться до Лхасы потерпели фиаско. Вот, в частности, Николай Пржевальский, когда его экспедиция вынуждена была развернуться назад там, в каких-то там 200 километрах от Лхасы, с горечью заметил, что до Лхасы доберется более счастливый российский путешественник. Он сказал эти слова в 1873 году, когда Цыбиков только родился. То есть прошло еще фактически там, почти 30 лет, прежде чем вот эти слова сбылись. Но неудачи терпели и западные исследователи и миссионеры, которые также пытались с трудом пробиться в Лхасу, но им это не удавалось, такие там, как Габриэль Бонвало или Уильям Рокхель. Или, например, де Ренс, французский исследователь, который погиб при попытке пробраться в Тибет. А британский разведчик Сарат Чандра Дас едва успел ускользнуть от тибетских властей, но человек, который скрывал довольно высокое духовное лицо, Сечен Шабдрунг, был казнен, он был зашит в коровью шкуру и сброшен в горную реку. То есть, я это говорю о том, чтобы было понятно, что задание Цыбикова было действительно весьма опасным. Тем более, что он вез с собой оборудование, он вез с собой камеру. И если бы эта камера была обнаружена, то кто его знает, да, какие последствия его ожидали. Именно поэтому путешествие Цыбикова в Тибет часто называют героическим, потому что оно было сопряжено с угрозой его жизни. Еще пару слов о учителях Цыбикова. В подготовке Цыбикова приняли участие петербургские буддологи, такие как вот Сергей Ольденбург и Федор Щербацкой. Те, кто интересуется буддизмом, конечно же, знают эти имена, это выдающиеся буддологи. И вот российские буддологи были очень передовыми людьми того времени. Они считали, что ученым нужно обратить внимание не на тексты, или точнее не только на тексты, да, а текстологическими студиями занималась вся европейская буддология того времени. А необходимо изучать живую буддийскую традицию, такой, какая она существует сейчас. Они видели в Цыбикове этнографа нового поколения, который сам принадлежит той традиции, которую он изучает. Дело в том, что сейчас об этом говорить, может быть, кажется странным все это, но в те времена наукой практически исключительно занимались европейцы. Да, то есть, скажем, там и Африку, и Азию изучали европейцы. Очень многие ученые совершенно серьезно считали, что, скажем, азиаты, они в силу своих умственных способностей не могут заниматься наукой, они слишком для этого не развиты, да, у них нет абстрактного мышления и так далее. Вот. Хотя, конечно, Доржи Банзаров был один из первых неевропейских ученых, которые этот миф развенчал, но тем не менее стереотипы эти сохранялись. И вот, значит, Цыбиков, так как видели его учителя, должен был изучать ту традицию, которой он принадлежал сам. Итак, экспедиция. В 1799 году Цыбиков заканчивает Петербургский университет с золотой медалью и практически сразу отправляется в экспедицию в Лхасу по заданию Императорского русского географического общества. И вот в обличии простого паломника ему предстояло преодолеть около, не обращайте внимания на эту цифру, вовсе не 7 тысяч километров, конечно же. Сейчас наш коллега Максим Дубинин уточнил километраж, и одно только расстояние от Урги до Лхаса составляло более 4000 километров. А из Лхасы Цыбиков далее еще двигался по южным провинциям Тибета, потом возвращался обратно. Здесь также еще не учитывается расстояние от Урги до Кяхты. Если мы берем Кяхту в качестве исходной точки, то общий километраж получается порядка там 11-12 тысяч километров. Вот.
Цыбиков объездил все главные святыни Тибета в течение этих 2,5 лет, по-моему, насколько я помню. По крайней мере, я точно помню, что около 1000 дней он провел, собственно, в Тибете. 900 дней, по-моему. И вот с помощью вот такой вот камеры, это на тот момент это была новейшая камера Pepon Self-Worker, которая снимала на стеклянные негативные пластинки, их очень легко было сломать, с ними нужно было очень деликатно обращаться. И все это нужно было делать тайно, потому что Цыбиков скрывал свой фотоаппарат даже от своих ближайших спутников, даже от своих родственников, да, которые, по крайней мере, один из них сопровождал его в Тибете. То есть, представляете, с какими нервами, да, с каким нервным напряжением была связана вся эта дорога, вся эта деятельность. Поэтому вы видите здесь кадры Цыбикова и Нурзунова, да, и вы видите, что не все они, так скажем, удачные. Да, некоторые из них сделаны из каких-то укрытий, как, например, вот эта фотография. Да. Некоторые сделаны из слишком далеких точек, потому что ближе подойти было нельзя, иначе заметили бы. На них очень мало людей, да, потому что, естественно, не нужны были вот эти свидетели. Вот, но это были первые фотографии из Тибета, из страны, вокруг которой висел туман неизвестности, загадки, да, романтицизма, фантастики. В Европе многие представляли себе Тибет как какую-то фантастическую страну, да, что-то вроде там, что-то из хроник Нарнии, да, какие-то совершенно нереалистичные представления о Тибете. И вот тут наконец-то первые фотографии сделаны. Мы, кстати, должны быть справедливыми и к Авше Нурзунову, да, потому что наши братья-калмыки очень часто обижаются, насколько я знаю, от коллег, когда мы очень сильно прославляем своего земляка Цыбикова и практически ничего не говорим об Авше Нурзунове. Среди этих фотографий, которые вы здесь видите, возможно, даже большая часть принадлежит именно Нурзунову. Он не был ученым. Авше Нурзунов, так получилось, что примерно в то же самое время в Лхасу добрался до Лхасы. Он был помощником Агвана Даржиева, и по его заданию прибыл в Лхасу, сделал там несколько совершенно замечательных фотографий. И, в общем, часто фотографии Цыбикова и Нурзунова, они подаются вместе, да, и трудно сказать, где чьи фотографии. Не всегда это сделать легко. После возвращения Цыбикова Императорское русское географическое общество сделало очень интересный ход конем. Они просто отпечатали в высоком качестве 50 самых лучших фотографий Цыбикова и Нурзунова и разослали их в крупнейшие географические общества совершенно бесплатно, как жест такой доброй воли. Да? Хотя могли бы там торговаться, продавать их и так далее. Я думаю, им хорошо бы заплатили за эти фотографии. Но они решили сделать этот ход конем для того, чтобы поднять престиж русской географической науки. И так получилось, что в это же самое время Великобритания направляет контингент своих войск в Лхасу. Это была совершенно безобразная операция, в результате которой британские войска убивали совершенно плохо вооруженную тибетскую армию. Это было избиение младенцев. Да. Тибетцы многие были вооружены луками и стрелами, саблями, там, фитильными ружьями, которые надо было ждать, когда это все выстрелит. Естественно, британцы были очень хорошо вооружены, много людей погибло, и все это попало на страницы газет. И даже в самой Англии это вызвало чрезвычайно негативное отношение, негативный резонанс. И на этом фоне фотографии Цыбикова, опубликованные в National Geographic, в Лондоне, в Смитсонианским институтом были опубликованы некоторые фотографии, они как бы показывали Россию с гораздо лучшей стороны, что вот она мирно проникает на другие территории, да, и как бы несет просвещение, а не насилие. Правда, совсем скоро разразилась русско-японская война, которая напрочь разрушила этот благоприятный имидж России. Это уже как бы другая история. Но, тем не менее, на какое-то короткое время Россия сыграла на вот этом контрасте.
Пару слов о тибетском выпуске National Geographic. Вы о нем, конечно, очень многое слышали. Это такая раскрученная история о том, что якобы Цыбиков спас журнал, знаменитый журнал, один из самых успешных журналов в мире, National Geographic, от разорения. Я этот вопрос изучил. Я читал дневники Гроссвеннера, главного редактора, который в один прекрасный день пришел на рабочее место и обнаружил солидный пакет с этими 50 фотографиями. Да? Он действительно тогда столкнулся с проблемой, что ему нечем было заполнять журнал, а журнал National Geographic в те времена был чрезвычайно скучным. Все архивные номера National Geographic за это время, они доступны в интернете. Если вы их скачаете, откроете, это абсолютно, это просто текстовый журнал. Там изредка попадаются какие-то карты, маленькие фотографии такого низкого качества. Что сделал Гроссвеннер? Он когда получил этот подарок от Ирго, он вложил значительную сумму и сделал в январском выпуске 1903 года такую вкладку из высококачественных фотографий. И в тот же день вечером он пришел домой и сказал: Женя, меня завтра уволят, потому что вот этот выпуск вышел слишком дорогим. Да? Это не означало на самом деле никакого банкротства. Финансовое состояние журнала было устойчивым. Мне кажется, это просто немножечко так кто-то слишком, может быть, преувеличил всю эту историю. Но он действительно, его могли уволить за то, что он, не посоветовавшись с редакционной коллегией, потратил столько денег на один журнал. И вот на следующий день, когда журнал уже вышел, он повстречал там кого-то из редакционной коллегии, его стали поздравлять, говорят, что журнал расходится как горячие пирожки. Да? И это действительно стало поворотным моментом для истории журнала, потому что с тех пор журнал решил полностью переквалифицироваться на иллюстративный формат. Они даже сделали несколько экспедиций в Тибет уже позднее и до сих пор их делают. Как бы такой трибют к тому выпуску, с которого, в общем, все началось. Сам же Цыбиков издал свой дневник только в 1919 году, в годы гражданской войны. Ну, там, долго объяснять, почему так долго, технические причины, такое часто бывает. Многие люди, которые читали дневник Цыбикова, их немножко раздражает вот этот вот слишком отстраненный критический взгляд Цыбикова на ту реальность, которую он увидел в Тибете. Он часто критикует буддизм, использует такие оценочные обороты, как там феодализм, отсталость и так далее. Да? И это как бы многих разочаровывает. Особенно вот недавно вышли дневники Базара Барадина, и они совершенно контрастируют с дневниками Цыбикова, потому что Барадин пишет о увиденном им в Амдо, в Лавране с такой вот любовью, как человек, описывающий культуру, которая ему не чужда. У Цыбикова же был очень отстраненный критический взгляд. И здесь, наверное, нужно объяснить, почему так происходило. Ну, во-первых, здесь ощущается влияние его учителя. Да, все-таки главным его учителем был Алексей Матвеевич Позднеев. Позднеев был, конечно, таким империалистом и европоцентристом. И, наверное, каким-то образом он передал вот это настроение Цыбикову. Это с одной стороны. С другой стороны, Цыбиков вообще сам по себе, и это была, я думаю, довольно распространенная в те времена идея, он был таким прогрессистом. Он считал, что общество должно идти по линии прогресса. И он верил в способность родной культуры, бурятской культуры, монгольской культуры, тибето-буддийской культуры, вот к этому прогрессу. Это роднит его, знаете, может, кто-то из вас слышал, было такое направление как раз в эти же времена мусульманских джадидов. Да? Джадиды тоже верили в прогресс, они с большой скорбью смотрели на отсталость их общества, хотели его модернизировать, хотели его европеизировать. Цыбиков был вот таким вот буддийским джадидом. В 1906 году он даже стал учредителем партии прогрессивных бурят, которая ставила вот перед собой как раз такие цели содействия всемирному, там, технологическому, культурному, научному прогрессу бурятского общества. Добившись всемирной славы, Цыбиков получил профессорскую должность в Восточном институте во Владивостоке. Знаете, он там проработал довольно много лет, по-моему, 7-8.
После начала революции Цыбиков вернулся в Бурятию, где принял участие в организации системы образования и науки. И то, что мы сегодня имеем в Бурятии, тот же самый Бурятский научный центр, да и во многом, я думаю, Бурятский государственный университет многим обязан Цыбикову. То есть вот эта сторона Цыбикова, она нами еще недостаточно оценена, сколько он сделал для Бурятии. Несмотря на все свои такие суперпрогрессивные взгляды, несмотря на желание как-то европеизировать бурятское общество, Цыбиков неожиданно занял чрезвычайно принципиальную позицию за сохранение традиционного монгольского письма против латинизации, когда этот вопрос встал в 1920-х годах, и многие представители бурятской интеллигенции, тот же Барадин, например, о котором я сейчас комплиментарно отзывался, он как раз был большим сторонником латинизации бурятского письма. Цыбиков выступил против. Они спорили на страницах прессы. Цыбиков считал, что бурятам необходимо сохранить монгольскую письменность. Ему потом, кстати, это припомнили. Я где-то слышал о том, что тучи над ним уже в 30-е годы стали сгущаться из-за этой его позиции. Например, Ахмед Байтурсынов в Казахстане, который выступал за сохранение арабского письма, его вот как раз это был одним из основных пунктов обвинения, когда его репрессировали. Я думаю, Цыбиков тоже мог бы разделить судьбу с Ахметом Байтурсыновым. Ну вот, если так можно выразиться, Цыбикову повезло то, что он умер раньше начала всех этих показательных процессов. И в СССР память о Гамбажапе Цыбикове свято чтилась на официальном уровне. В его честь были названы улицы, окружной музей в поселке Агинском носит его имя, в его память проводились и проводятся конференции, так называемые цыбиковские чтения, вы знаете. Да еще до цыбиковских чтений проводились просто конференции такие разовые, посвященные его юбилеям. Вот. И в наши дни интерес Цыбикова и его тибетскому путешествию не ослабевает, а по моим ощущениям, наоборот, растет. Сейчас на Западе вдруг открыли для себя Цыбикова, да, выходит очень много работ, много статей. Вот недавно появилась очень хорошая статья Гриффина Крича, американского исследователя, который считает, что Цыбиков смог выполнить свою миссию только благодаря разветвленной сети своих земляков. В Тибете, точнее, в одной только Лхасе в те времена жило около 200 бурят, и без их поддержки, без их помощи на разных этапах, да, Цыбикову бы, скорее всего, не удалось с успехом выполнить свою миссию. Вот такая вот точка зрения вот этого американского исследователя. Вот, ну и буквально в самом конце несколько слов о нашей экспедиции по маршруту Цыбикова, которую мы осуществили в 2023 году осенью под руководством Ирины Регбиевны Гарри. Мы вот проехались по основным точкам, по основным местам, там, где был Цыбиков. Это чрезвычайно интересно, когда вот мы едем в машине, например, там, я не знаю, монастырь Самье, и перед тем, как туда приехать, читаем, что об этом писал Цыбиков. Да? Потом приезжаем и пытаемся сравнить картину, описанную им в те времена, там, 125 лет назад, и что происходит сегодня. Конечно, сегодня многие из этих мест сохранились и даже выглядят, может быть, лучше, чем они выглядели в те времена, потому что китайское правительство вложило очень много денег в реставрацию и так далее. Но, с другой стороны, не покидает вот это вот чувство того, что эти места в каком-то смысле заброшены, в том, что они больше не выполняют своей первоначальной функции, в том, что вот в этих огромных гигантских монастырях, которые занимает площадь большого городского квартала, совсем маленькое количество монахов в реальности, да, а основными обитателями этого монастыря сейчас являются туристы. Вот. Мы побывали также, доехали практически до вот базового лагеря Гималаев, Эвереста, и сделали вот такую фотографию на фоне самой высокой вершины мира, как некий такой трибют, дань Цыбикову, который тоже покорил свой Эверест и прославил и себя, и свой народ, покрыл его неувидаемой славой. Да, это самый выдающийся путешественник, наш земляк. И наш следующий доклад будет как раз посвящен тому, как мало мы еще знаем об этом путешествии на самом деле. Да? Потому что у меня, например, самого было такое ощущение, что весь маршрут Цыбикова известен нам из его дневников. Что там, собственно говоря, искать?
На самом деле, когда ты к этой проблеме приходишь, возникает миллион вопросов, потому что эти топонимы давным-давно поменяли свои имена. Они сейчас трудно восстановить оригинальные названия этих топонимов по современным картам и так далее. Я просто это говорю, предвосхищая доклад нашего коллеги Максима Дубинина. Он чрезвычайно интересный о том, как, собственно, происходила вся эта работа. Спасибо вам большое за внимание.